Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня уже устоявшимся стал факт принадлежности юртовцев и карагашей к ногайскому этносу. Это подтвердился переписью 2021 года и признанием юртовского и карагашского диалектов частью ногайского языка и множеством других факторов. Но этого по сей день недостаточно нашим казанским братьям. Шовинисты, из числа которых называемые татаристами, по сей день упорно пытаются доказать, дескать, нет никаких ногаев. А все нугаи – это всего лишь часть и придаток так называемой имперской нации татар. Я уже сказал, между понятием нагаи и татара нет стены. Это одно и то же на самом деле. Вообще западные казахи во многом состоят из татар и из нагайцев. Ну, нагайцы тоже татар на самом деле. У нас, кроме снисходительной улыбки, это не вызывает. Но все же порой интересно, на что они опираются в своих утверждениях. Все же мы обязаны до конца оставаться справедливыми и не должны оставлять без внимания то, что приводят с татаристами в качестве доказательств. Одним из основных доводов татаристов является утверждение, что якобы термин «нугай» в Астрахани обозначал не нацию, не народ и не этнос, а лишь сословие. Переписи и метрические записи в Российской империи не делались ради юртовцев или туркменов, они делались ради самого государства. А что касается самих метрических книг, то этот документ также отражает интересы государства, а не этноса. Там упоминаются сословия и юридические статусы, потому что именно эти категории определяли круг обязательств человека перед государством. Давайте разбираться в этом утверждении. Дело в том, что когда наши исследователи привели в качестве доказательства принадлежности юртовцев и карагашей к нугаям метрические записи, сделанные имамами наших мечетей, в противоположность тому, что русские писали нас татарами, это стало серьезным ударом по идеологии татаристов. И им срочно нужно было найти опровержение этому сильнейшему доводу. Именно в ответ на эти метрические записи они стали заявлять, что, дескать, это вовсе не обозначение национальности и этноса, а всего лишь сословное обозначение. Әмма ләкин бу шәҗәрә метрика язмалары дигән язмалардан сәяси куллану башланды. Ягъни, хәзер аңлатып китәм. Метрика язмаларында нугай дигән термин бар. Бу ничәнче гасырларга караган? Бу 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы. Һәм иске нугай дигән термин бар. Тут мы вынуждены вставить примечание. В действительности в метрических записях нет никакого термина «иски-нугай». Эльмира Кадимовна лишь в очередной раз показала свою некомпетентность, приняв за слово «иски» русский суффикс «ски» в термине «юрта-ски-нугай» из метрик. Һәм шул ук вакыт шушы сүзгә таянып, метрикада нугай дип язылган икән, димәк ул нугай, нагайс дип кабул ителү. Ялгыш кабул ителә. Әмма ләкин метрика язмаларында, метрика дәфтәрләрендә бер кайчанда халык исеме күрсәтелмәгән. Бу социаль катлам. Гади халык бу нечкәлекләргә төшенеп тора алмый. Һәм менә шушының белән файдаландылар. Андый бу метрикалар безнең интернетта да бар. Хәтта чит илдә утыра торган кешеләр дә шушы нугай терминын кулланып, сез нугайлар, сезнең менә метрикагызда нугай дип язылган. Һәм халык исәбен алганда да сүзегезне нугай дип күрсәттегез диделәр. Нугай дигән термин бер вакытта да халык исемен күрсәтми. Метрик язмаларында. Иң кызыгы, анда социаль катлам. Курьезным получился ответ Эльмиры Кадимовны на справедливый вопрос ведущего. Что же это за такой социальный слой нагай, про который она заявляет? Она стыдно призналась, что и сама не знает, мол, не изучила еще. А может, просто еще не придумала? Нугайлар нәрсәсе белән аерыла катлам буларак? Нинди катлам ул нугайлар? Менә кызганычка каршы без бу катламны өйрәнгәнебез юк. Итак, сословие – это социальная группа, члены которой отличаются по своему правовому положению. Их состав, привилегии, обязанности часто определяются законом. В Российской империи было несколько сословий, среди которых основными являлись дворяне, духовенство, купцы, мещане, различные служилые группы типа казаков, а также крестьянство. В юртовских и карагашских метриках, помимо сословного статуса, могли указываться и фамилия, и, как в нашем случае, национальная, либо даже родоплеменная принадлежность.
Метрические записи о родившихся мечети села Семиковка за 1893 год. Графы таблицы. Первая графа – Музакар, мальчики. Вторая графа Муланнас, – девочки. Третья графа баланың исми, қаю айда туған. – имя ребенка и в каком месяце родился. Четвертая графа Баланың ата-анасының, һәм һәр екі тарафта болған бабасының исми, ве фамилиясы болса, ве қаю тайхадан екенлігі. – имена отца, матери, а также имена отцов их обоих, и если есть, фамилия и из какого они племени. Пятая графа Қайда туған. – где родился. Так, сословно юртовцы и карагаши чаще всего принадлежали крестьянам и мещанам. Метрические записи о родившихся мечети номер 2 города Астрахани за 1896 год. Қыз бала мархаба. Атасы Астраханский мешенин Осман Ибрагим оғлы. Анасы Астраханский мешенин Әнжибеке Абдуллах қызы. Девочка Мархаба. Отец астраханский мещанин Усман, сын Ибрагима. Мать астраханская мещанка Анжибеке, дочь Абдуллаха. Ер бала Абдурахман. Атасы Красноярский мешенин Мухтар Ибрагим оғлы. Анасы Әмине ханым Абубекир қызы. Мальчик Абдурахман. Отец красноярский мещанин Мухтар, сын Ибрагима. Мать Амина ханым, дочь Абубакра. Национальная же принадлежность указывалась как нугаи. Метрические записи о родившихся мечети номер 3 села Келенчи Астраханского уезда Астраханской губернии за 1896 год. Қыз бала Хәлбиби. Атасы Юртский ноғай. Анасы Қарағаш ноғай. Девочка Хальбиби. Отец Юртовский Нагай, мать Карагаш Нагайка. Ер бала Абдул Вахид. Атасы Қарағаш ноғай. Анасы Қарағаш ноғай. Мальчик Абдулвахид. Отец Карагаш Нагай, мать Карагаш Нагайка. Ер бала Рамазан. Атасы Юртский ноғай. Анасы Қарағаш ноғай. Мальчик Рамазан. Отец Юртовский Нагай, мать Карагаш Нагайка. И так далее. А вот примеры указания родоплеменной принадлежности. Метрические записи о родившихся мечети села Сиитовка Красноярского уезда Астраханской губернии за 1895 год. Қыз Имсуындық. Атасы Аджмамбет тайфасы Абдул Вали Ер Салиқ оғлы. Анасы Уразбеке Девлетали қызы. Девочка Имсуындук. Отец из рода Аджмамбет Абдул Вали, сын Эрсалика. Мать Уразбейке, дочь Девлет Али. Қыз Байрамбеке. Атасы Седжеут тайфасы Екшембе Исмаил оғлы. Анасы Нурджамаль Махмуд қызы. Девочка Байрамбейке. Отец из рода Седжиут Екшенби, сын Исмаила. Мать Нурджамаль, дочь Махмуда. И так далее. Таким образом, никакого сословия нугай не существовало. И имамы из числа самих юртовцев и карагашей, которых пытаются обезличить наши оппоненты, выставляя их лишь духовными чиновниками. Метрические книги составлялись имамами мечети. А кем были в Российской империи эти имамы? По большей части они были религиозными чиновниками. Под обозначением нугай имели в виду именно национальную принадлежность. Мы уже приводили примеры, где такие просветители, как Абдурахман Умеров или Умар Алаш Муляминов, обозначают свою принадлежность к нугаям как национальную. А вот нагаевскую идентичность, которую они фиксируют в Тияке и Казани, в метриках мечетей, где были имамами. Метрическая книга бракосочетавшихся в 1905 году. Города Астрахани, мечеть номер 8, Юртовская, выстроенная Ниязовым. Имам Абдуррахман Исмаилович Умеров. Юртский ноғай Белял Балта оғлы қызы Дул Хатун Зейнаб. Дочь юртовского Нагая, Беляла сына Балты, разведенная женщина Зейнаб. Метрическая книга родившихся в 1915 году. Мечеть номер 2 села Башмаковка Астраханского уезда. Имам Умер Камаледдинович Мулеминов. Ер бала Мухаммед Фарид. Атасы Юрт ноғай Абидуллах Мусиб оғлы. Мальчик Мухаммед Фарид. Отец Юртовский Нагай Абидуллах, сын Мусиба.
Более того, то же самое говорят ведущие академические ученые, когда татарские ресурсы спрашивают у них, являлись ли нугай сословием. Мы говорили о сословиях, упоминали чувашей, башкир, служилых татар. А нагайцы — это сословия или племена? Это, безусловно, этноним. Вадим Трипавлов написал прекрасное исследование по Ногайской Орде. Он фактически впервые создал, с одной стороны, этническую историю, с другой – историю политическую, потому что Ногаи играли очень важную роль. Источник. Интервью доктора исторических наук Ильи Владимировича Зайцева Татарстанскому республиканскому ресурсу «Миллиард татар». 12 июля 2021 года. Но все же доля правды в заявленных доводах татаристов есть. А именно то, что действительно учетные материалы в Российской империи чаще всего заполнялись чиновниками. В них указывалось сословие. Но если для метрик, где юртовцы и карагаши указаны нугаями, это заявление является ложным, то вот для ревизских сказок, где юртовцы и карагаши указаны татарами, это утверждение полностью справедливо. Ревизская сказка 1835 года, апреля 19 дня, Астраханского уезда, Юртовской волости, селение Келенчинского, юртовских татарах. Мужской пол – татары, женский пол – татары. Зритель может задаться справедливым вопросом. Утверждаем ли мы, что татары являлись сословием? Если говорить в общем, то это даже не мы утверждаем, а сами татарстанские исследователи. Никогда со стороны самих татар нет определения татарин, татары в качестве этнического самосознания. То есть, ситуация в данном отношении складывалась довольно любопытная. Сами татары, употребляя, например, термин «служилые татары», вкладывали в него больше социальный смысл. Таким образом, мы можем заметить, что в 17 веке термин «татары» самими татарами не принят как этническое самосознание, и мы не можем вести речь о каком-либо национальном единстве. Источник. Гелязов Искандер Аязович. Этническое самосознание поволжских татар. Некоторые вопросы формирования и его особенности. Сборник статей «Ислам и проблема идентичности татар». Казань, 2002 год. Хорошо, но может это было давно, да и в работе Гелязова речь идет о 17 веке. Да из чего вы взяли, что русские чиновники в Астрахани вкладывали в понятие татары не этнический, а социальный смысл? То есть понимали его как сословие. В ответ на это мы приведем очень важный документ из газеты «Восточное известие», издававшийся в 19 веке в Астрахани. Имена особ, пожертвовавших в 1812 по двукратному приглашению астраханского гражданского губернатора разными суммами на военные потребности и на составление новых воинских сил. Татарского сословия, татары Бухарского, Гелянского и Агрыжанского дворов, татары юртовские. Источник. Газета «Восточные известия», опубликованная с дозволения правительства. Астрахань, 12 марта 1813 года. Это свидетельство о том, что губернские власти подразумевали под понятием татары в отношении юртовцев, карагашей, а также бухарцев, гелянцев и агрыжанцев в Астрахани именно сословие. Итак, давайте подведем выводы. Юртовцы и карагаши этнически указывались нугаями. Что же касается термина «татары», то в Астрахани это обозначение было сословным, не отражая национальную принадлежность того, кто за ним скрывался. Этим сословным термином обозначали и сартов, и индусов, и персов, и нугаев. Без нугайлар.